Голосовать пойдут, но за что не знают. Примерно такой ответ на вопросы о предстоящем референдуме дали почти половина опрошенных. В преддверии плебисцита коалиция «За демократию и гражданское общество» опросила граждан по всей республике. Как выяснилось, несмотря на то, что подавляющее большинство граждан поддерживает идею референдума, сами поправки известны далеко не всем. Результаты опроса показали, что 41% населения ничего не знает о проведении референдума. 44% населения поддерживают, и 14% населения не поддерживают инициативу внесения изменений в Конституцию. В целом, уровень опроса показал, что информированность населения о проведении референдума в целом является довольно-таки низкой, потому что большинство населения не знают о том, что какие инициативы и какие изменения планируется внести в Конституцию. Все это говорит о том, что работа по информированию населения ведется недостаточно. Парламентарии встречаются с избирателями, но из этих бесед люди, видимо, не могут понять всех тонкостей будущих изменений. И, видимо, поэтому президент на всех последних встречах старается донести до собравшихся суть реформ. В декабре этого года мы планируем, я думаю, что и парламент поддержит проведение референдума, на котором будут устранены предпосылки для возрождения авторитаризма в Кыргызстане, укрепления парламентаризма. И кроме того, там эти поправки позволят нам провести реформы силовых структур и органов прокуратуры, которые позволят кардинально минимизировать количество органов, проверяющих бизнес. То есть это позволит нам создать рай для бизнеса в Кыргызстане. В ЦИКе говорят, теперь и у инициаторов, и у противников референдума будет больше возможностей донести до населения свои точки зрения. В стране стартует период агитации. Но чтобы вести эту работу, агитаторам, как с той, так и с другой стороны баррикад, нужно пройти регистрацию. Вот только пока почему-то те, кто поддерживает референдум, не торопятся сдавать данные в ЦИК. Зато противники зарегистрировали уже целых 3 группы. Центр избирком говорит, на период агиткампании всем сторонам будут даны равные условия. Законом также предусмотрены паритетные, скажем так, возможности и для той группы, и для группы «За», и за группу «Против» предоставление бесплатного эфирного времени на государственных телерадиоканалах, а также государственных печатных изданиях. Мы, кстати говоря, приняли тоже положение о порядке агитации. И, соответственно, разрешать разные формы, да, то есть это выставление билбордов и проведение круглых столов. До референдума остался 1 месяц, поэтому эксперты рекомендуют инициаторам поспешить с разъяснениями. Население в большинстве, конечно, поддерживает поправки в основной закон, но есть и те, кто еще не определился с позицией. И их, по данным опросов, тоже более 40%. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС.